22 марта 1904 года была открыта Сухумская метеорологическая станция. Впервые в Абхазии стали получать метеоинформацию со станции, созданной на базе ботанического сада. 22 марта 1920 года в театре Алаизи состоялся торжественный вечер, посвященный поэзии и театру. На нем выступили критик и драматург Николай Ивраинов с лекцией «Театр будущего» и поэт-футурист Василий Каменский с новыми стихами. 22 марта 1921 года единая трудовая школа создана в Абхазии. Ревком Абхазии издал декрет, согласно которому старое деление общеобразовательных учебных заведений на низшие и средние ликвидировалось. Вместо него и создали единую трудовую школу, бесплатную и обязательную для всех детей школьного возраста. 22 марта 1922 года правительство СССР Абхазии приняло постановление об обеспечении слушателей техникумов стипендиями. 22 марта 1996 года российские пограничники задержали для досмотра турецкое и украинское суда в порту Сухума. Абхазская сторона привела в боевую готовность свои погрансилы. На набережную были выведены танки и артиллерия. Боевые корабли Черноморского флота в Севастополе были готовы идти в направлении Сухума. После переговоров Владислава Ардзенба с командующим Северокавказским пограничным округом генералом Владимиром Рузляевым блокада порта была снята. 22 марта 2002 года Госдума приняла постановление о нарастании напряженности вокруг Абхазии и Южной Осетии. В постановлении было предложено обратиться к правительству России с просьбой оказать экономическую и гуманитарную помощь населению Абхазии и Южной Осетии. 22 марта 1885 года родился Антон Чукбар, общественный и государственный деятель, просветитель, этнограф, соратник Нестора Лакоба. Был членом Гудаутской городской управы, управляющим Госбанком Абхазии, членом ЦИК Абхазии 2-6 созывов. Антон Чукбар участвовал в составлении учебников, новых алфавитов абхазского языка, учебных планов и программ для школ. Он был соавтором первого учебника «Книга для чтения на абхазском языке для абхазских школ». Антон Чукбар – автор многочисленных этнографических статей, художественных рассказов для детей. Был репрессирован в 1938, а в 1956 реабилитирован. 22 марта 1922 года родился Юрий Темиров, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Абхазии. Работал офтальмологом Сухумской городской поликлиники, заведующим глазным отделением Сухумской городской больницы номер 1 имени Остроумова. Темиров разработал и внедрил новые методы операции при глаукоме, близорукости, отслойке сетчатки глаза. За последние 10 лет в день 22 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году – это 17 градусов. Самая же низкая температура в 2009 – это 3 градуса.